Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. Канаш с рабочим визитом посетил председатель Кабинета министров Чувашии Иван Моторин. Он осмотрел ряд предприятий, которые входят в программу развития моногородов и планирует реализовать новые инвестиционные проекты. Первым пунктом остановки стал строящийся гемодиализный центр. Его запланировано запустить в первых числах июня, рассказывает Ирина Константинова. Официальные лица знакомились с ходом реализации инвестиционного проекта по строительству отделения амбулаторного центра диализа. С ходом реконструкции также ознакомился министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов. На сегодняшний день основные работы по реконструкции здания и ремонту помещений завершены. Предстоит поставить и подключить дорогостоящее оборудование. В начале июня принять первых пациентов южного куста нашей республики. Фирма «Бибраун» затратила на строительство и ремонт этого здания 22 миллиона рублей и на оборудование 32 миллиона рублей. В настоящее время в Чувашии проживает более 200 пациентов, нуждающихся в заместительной почечной терапии. Несколько раз в неделю им необходимо проходить процедуру гемодиализа, которая, по сути, заменяет им работу почек. Аппарат берет на себя эту функцию, что позволяет продлить жизнь таких больных на 15-25 лет. На сегодняшний день в гемодиализный центр в городе Канаше вложено 54 миллиона рублей инвестиций. Общая площадь центра составляет 660 квадратных метров. Отделение рассчитано на 12 мест. На первом этаже ежедневно планируется принимать до 20, впоследствии до 60 пациентов. Открытие диализного центра в Канаше значительно приблизит специализированную медицинскую помощь к месту проживания пациентов с хронической почечной недостаточностью из южных районов республики. Далее Иван Моторин ознакомился с работой предприятий «Эмаль» и «Канмаш ДСО». Ирина Константинова, Александр Васильев. Вести недели. Весенняя призывная комиссия начала свою работу в минувшую пятницу. Военный комиссариат по городу Канашу, Канашскому и Янтиковскому районам должен отправить в ряды вооруженных сил России 118 ребят. Из них 53 из города Канаша. Товарищ председатель призывной комиссии, призывник Микушкин Константин Владимирович на призывную комиссию прибыл. Константин Микушкин окончил техникум, получил диплом. И сегодня он среди тех, кто в ближайшее время наденет на себя военную форму. Собираюсь быстрее пойти в армию, наконец-то отдать свой долг родине, побыстрее вернуться к своей любимой девушке. Настя, привет! По жизни увлекаюсь спортом в основном, рисую, художник, начинающий. Хочу пойти в разведку, как мой старший брат, или военно-морской флот, куда-нибудь в ту сторону. На первую призывную комиссию пригласили ребят, которые уже окончили учебное заведение, либо вот-вот получат дипломы. Есть и те, кто сам попросился в армию. Соответственно, указу президента Российской Федерации, военный комиссариат и призывные комиссии муниципальных образований приступили к призывной и медицинской комиссии. В основном ребята, конечно, желание это элитные войска, как всегда, на ВДВ, спецназ, военно-морской флот. Также ребята сейчас в связи с изменением федерального закона о воинской обязанности военной службы, лица, окончившие высшее военное учебное заведение, и те лица, которые закончили техникум, уже желают поступать в военную службу и подписывать контракт с Министерством обороны. По контракту служба будет длиться 2 года. Призывник вправе выбрать город, где желает служить, род войск, жить вне казармы и получать зарплату не ниже 20 тысяч рублей. Желание идти в армию есть у всех. Ребята занимаются спортом, ведут активный образ жизни. Сейчас учусь в Канашском транспортно-энергетическом техникуме. Желаю сходить в армию, служить в морском спецназе. Хочу поскорее вернуться и дальше продолжить свои мечты. Какие мечты в будущем? Устроиться на хорошую работу. Где? Ну, по профессии, нефтяником. Куда хочешь поехать? Ну, на север, как и все, по моей профессии. Специально для программы «Вести недели» Олеся Григорьева, Евгений Назаров. На центральной площади у монумента славы города прошла общественная акция «Вместе против террора». Мероприятие проводится в целях почтения жертв терроризма, в том числе погибших и пострадавших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга. Принять участие в акции «Вместе против террора» и тем самым выразить поддержку родным и близким пострадавших во время террористических действий вышли все неравнодушные жители и гости города. Порядка 300 человек почтили память минутой молчания. Общечеловеческая беда объединила жителей России в минувшие дни. Акции поддержки прошли во всех ее регионах. Вместе со всей страной
сказать сегодня 3 коротких слова. Питер, мы с тобой. Сегодня, наверное, эти слова самые знаковые в нашей стране. Я думаю, что нет ни одного безучастного человека, который сегодня хотя бы об этом не думает. Действительно много молодых людей. Я, стоя здесь, понимаю, что это беда. Этот бесчеловечный по своей сути поступок. Активное участие в движении приняли учащиеся школ и средних специальных учебных заведений нашего города. Мне кажется, что очень важно, что сегодня здесь собралась молодежь нашего города. Ведь молодежь – это двигатель страны, это будущее страны. Я думаю, что то, что мы сегодня здесь собрались, означает, что все-таки мы против терроризма. И поэтому я хочу сказать от молодежи города Канаша: мы против терроризма. Трагедия, произошедшая в северной столице, затронула сердца многих россиян. Геннадий Косолапов вспомнил общение с пожилой женщиной, которое состоялось сразу же, как только стало известно о трагедии. Она приняла это близко к сердцу и сказала: Геннадий Иванович, среди этих людей могли быть мы с вами, могли быть наши дети, внуки. Она прошла все, видать, детство военное, восстановление народного хозяйства. И самые последние слова, которые она сказала: если мы будем вместе, едины, то враг не пройдет. Алые гвоздики, зажженные свечи люди долго держали в руках. В знак единения всего народа и протеста против мирового зла возложили их к вечному огню. Хочется выразить негодование, что такое может случиться в нашем современном мире. Это действительно жестоко, потому что человеческая жизнь, она ничем не измеряется. С другой стороны, наверное, у меня второе есть чувство. Это чувство патриотизма, что вся страна сплотилась, потому что иначе быть не могло. В Канаше активно развивается волонтерское движение, и самые активные ее представители вновь собрались, чтобы выразить свое мнение. В Санкт-Петербурге погибли наши ровесники. Их очень жалко. Сколько им еще жить нужно было, сколько они могли бы еще увидеть. В этом движении я состою уже 2 года. Как я вышел сегодня, в душе была грусть, боль, соболезнования родным и близким, которые умерли в этом теракте. Руководящий состав администрации города, активная молодежь, представители военного братства спешили выразить свое негодование случившейся бедой. Именно сегодня на данную акцию присоединилась молодежь города. Очень отрадно видеть их неравнодушие, небезразличие и активную жизненную позицию. Молодежь не остается в стороне от данного события. Боль и трагедия объединяет всех нас вместе. Ирина Константинова, Александр Васильев. Вести недели. На базе ДЮСШ «Локомотив» состоялась спартакиада местного самоуправления Чувашской республики. Команда города Канаша приняла участие в финальном соревновании по стритболу и настольному теннису. Подробности в нашем сюжете. В программу весеннего этапа были включены уличный баскетбол, шашки, шахматы и настольный теннис. Соревнования проводились согласно положению в 2 этапа. Первый этап – игры в зонах. Второй этап – полуфинальные и финальные игры, которые и состоялись в спортивной школе «Локомотив». В них приняли участие 24 команды городов и районов нашей республики. Спартакиадное движение мы придумали для того, чтобы чиновники смогли себя проявить в соревнованиях, чтобы сплотить команды, чтобы межотраслевое взаимодействие работало, все структуры между собой соревновались, дружились и знались, что впоследствии пригодится для решения различных вопросов. Проведение подобных спортивных мероприятий не только объединяет трудовые коллективы, но и способствует обмену профессиональным опытом с коллегами соседних муниципалитетов, отметил глава администрации города Канаша Владислав Сафронов. Муниципальные служащие не только играют, но общаются между собой, делятся опытом, и вообще общение всегда помогает. Не только в том, чтобы выиграть, но и знакомиться и пообщаться. Но это и хороший пример? Да, хороший пример, естественно, для населения, для молодежи. Тем более условия у нас есть. В Чувашской республике много физкультурно-спортивных комплексов, которых у нас не было в наши молодые годы. Все условия есть, только надо заниматься.
По итогам соревновательного дня победители и призеры были награждены дипломами, медалями соответствующих степеней, а командам, занявшим первые места, были вручены кубки. Марина Баринова, Евгений Назаров. Вести недели. Дорогие телезрители, поздравляем вас с наступающим праздником Великой Пасхи. Желаем душевной теплоты, добра, мира и согласия вашему дому. На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания.